Это итоги дня. В студии Анастасия Кобызева. И вот главные темы. Ленский мост, развитие Арктики и безработица. Глава Якутии озвучил ежегодное послание Госсобранию Илтумен. Главные тезисы в этом выпуске. Чиновников в Якутии сократят на 30%. Эту тему сегодня глава Якутии обсудил в интервью телеканала «Россия-24». Теперь ситуация в Мирнинском районе. Какие меры принимают власти, чтобы снизить число заболевших COVID-19? Каким будет бюджет Нерюнгринского района? Вопрос обсудили в Совете депутатов. В Якутске прошла премьера оперетты Имры Кальмана «Сильва». Сотрудники столичной полиции участвуют в акции «Подари волшебство». В образе Деда Мороза и Снегурочки они дарят подарки. Итак, 2021 год станет годом начала строительства Ленского моста. Об этом сообщил глава Якутии Айсен Николаев, выступая с посланием Государственному собранию Илтумен. Руководитель региона отметил, что проект сейчас находится на госэкспертизе. В ближайшее время планируется выход на строительную площадку. Также Айсен Николаев озвучил, что по возведению мостов в этом году у республики отличный результат. На федеральные автодороги Вилюй введены сразу 4 мостовых перехода через реки Малая Батуобая, Тюкян, Улахан-Мугур и Сасар-Юрях. 2021 год, безусловно, станет годом начала строительства Ленского моста. Благодаря прямой поддержке главы государства наш долгожданный проект выходит на этап практического осуществления. При поддержке полпреда президента Юрия Петровича Трутнева Ленский мост включен в национальную программу развития Дальнего Востока как один из крупнейших инфраструктурных проектов макрорегиона. Завершена разработка первого этапа проектно-сметной документации, и проект уже сегодня находится в федеральной госэкспертизе. В ближайшее время уже планируется выход на строительную площадку подготовительных работ. 17 декабря подписано соглашение со Сбербанком России, и крупнейшая финансовая организация страны стала партнером нашего проекта. Глава Якутии сегодня дал интервью телеканалу «Россия-24». Основной темой беседы стала оптимизация штата правительства региона. Айсен Николаев рассказал, что в ближайшие 3 года в Якутии сократят еще 30% чиновников. Руководитель республики ответил на вопрос, как будут работать органы власти и какие задачи перед ними стоят. В течение прошлого года мы в ряде министерств республики провели эксперимент в рамках так называемой программы госуправления 4.0. В результате это выяснилось, что порядка 30-35% в наших министерствах, ведомствах, они дублируют друг друга и по большому счету никому, кроме самих работников министерств, ведомств, не нужны. То есть являются абсолютно неэффективными процессными такими мероприятиями. И сейчас эта концепция снижения, скажем так, таких процессов, увеличения работы по стратегическому планированию, по аналитической работе, она сейчас проводится уже в 6 министерствах, ведомствах республики, в администрации главы и правительства, а со следующего года она уже распространится на все правительство. Наша главная задача не просто механически сократить людей, так это на самом деле, наверное, не очень правильно, а в первую очередь повысить эффективность госуправления для того, чтобы обеспечить задачи социально-экономического развития республики и в конечном итоге повысить качество жизни якутян. Традиционное обращение главы Якутии Айсена Николаева получилось социальной направленности и в первую очередь было нацелено на здоровье, благополучие и качество жизни якутян. Наш корреспондент Ульяна Шагина подробнее о том, на какие еще сферы жизни было обращено внимание руководителя региона. Глава республики Айсен Николаев объявил предстоящий 2021 год годом здоровья. Для якутян, как и для всего населения страны, уходящий 2020 стал испытанием на прочность. Но вместе с тем Якутия смогла выстоять, бросив все имеющиеся силы на борьбу со всемирной пандемией. Впервые в современной истории мир ощутил угрозу, независимую от воли человека, глобальную, превосходящую по масштабам самые большие природные катаклизмы. Опасная инфекция атаковала человечество. На сегодняшний день унесла с собой жизни 1 736 580 человек на нашей планете. В их числе
367 жителей республики. Я прошу почтить минутой молчания память наших земляков, ушедших из жизни от коварной болезни. На борьбу с COVID-19 были брошены все имеющиеся силы и средства. В полной мере за кратчайшие сроки развернулись в каждом уголке республики инфекционные отделения. Вовремя были закуплены лекарства и средства индивидуальной защиты. Отделение здравоохранения оснастили необходимым оборудованием. Коечный фонд был увеличен с 400 до 3000. Мощность лабораторий с 2 до 15. Благодаря чему по всей республике на COVID-19 уже протестировано более 700 тысяч человек. Это один из самых высоких показателей по всей стране. На нужды здравоохранения за все эти долгие месяцы борьбы уже направлено порядка 11 миллиардов рублей. Из них 7,5 миллиардов – это федеральные источники. Глава Якутии поблагодарил всех работников здравоохранения, Роспотребнадзора, правоохранительных органов и социальных учреждений за спасение жизни людей. Мы очень рады, что следующий год, 2021, объявлен годом здоровья, так как 2020 год показал все наши недочеты, изъяны. Вот эта пандемия коронавируса, в общем-то, помогла нам собраться, сконцентрироваться и, я думаю, в общем-то, с честью выйти из данной ситуации. В этом году выделили средства на ремонт больниц Хангаласской ЦРБ, Максарологской, Актемской и других больниц. И это очень знаменательно, что ремонт начнется в 2021 году, в год здоровья, который объявил наш глава Айсен Сергеевич Николаев. В борьбу с коронавирусом включились и предприниматели. Несмотря на то, что бизнес сегодня один из наиболее пострадавших секторов экономики, большие предприятия и отдельные предприниматели своими силами покупали и отдавали в дар больницам необходимое оборудование. Сплотились и крупные промышленники. Компания «Алроса» в уходящем году была в тяжелейшей ситуации из-за стагнации мирового алмазного рынка. Но благодаря принятым антикризисным мерам ей удалось не только сохранить производство, но и оказать большую помощь республике, направив в борьбу с коронавирусом более 800 миллионов рублей. Компания инвестировала в борьбу с ковидом более 800 миллионов рублей. Я думаю, скоро это уже будет около миллиарда рублей. Но мы считаем, это именно инвестиции в здоровье наших людей. К счастью, тысячи жизней нам удалось спасти. Среди сотрудников группы «Алроса» есть и погибшие сотрудники из-за ковида. Но мы стараемся и дальше делать все, и наши врачи, и низкий им поклон, и всем врачам в Якутии, которые работают на передовой, спасая жизни якутян и сотрудников компании «Алроса». Первый пакет антикризисных мер коснулся поддержки именно малого и среднего бизнеса. Так, продлены двухлетние налоговые каникулы для начинающих предпринимателей, были смягчены условия по патентной и упрощенной системе налогообложения, отодвинуто еще на год. Решение об исчислении налога на имущество организаций с кадастровой стоимости. Продлен и мораторий на плановые контрольные проверки. Сегодня, к сожалению, республика занимает 77-е место по индексу административного давления, который оценивает контрольную надзорную деятельность федеральных территориальных органов исполнительной власти на территории Якутии, исключая налоговую службу и Министерство внутренних дел. Это значит, что по сравнению с большинством регионов у нас со стороны наших территориальных органов федеральной власти есть излишняя жесткость, высока доля штрафов, в том числе и за первое административное правонарушение. Итак, 2021 год объявлен годом здоровья. Для решения всего комплекса задач в интересах здоровья якутян необходимо четкое определение приоритетов и целевых ориентиров, отметил Ильдар Хан. И поручил правительству в срок до 1 февраля разработать и внести на утверждение проект стратегического указа главы республики в сфере здравоохранения на период до 2025 года. Ульяна Шагина, Георгий Григорьев, Якутск. 196 случаев коронавирусной инфекции выявили в Якутии за сутки. Это данные регионального оперштаба. На Якутск из этого числа приходится 87 случаев. Большое количество заболевших зарегистрировали в Нюрингринском районе, там 14 пациентов. В Мирнинском 15 и Мегино-Кангаласском 13 человек. Снижение отмечается в Балданском районе, там зафиксировали 10 заболевших. За сутки от COVID-19 в Якутии скончались 6 человек. Оценивая ситуацию в улусах республики, необходимо обратить внимание на
большое количество случаев, больше в пределах 15, 14, 13 случаев в Мирнинском, Нерюнгринском и Мегино-Кангаласских районах. И необходимо обратить внимание на снижение количества случаев в Алданском районе, в котором зарегистрировано 10 случаев. Но и необходимо обратить внимание на то, что в Вилюйском районе зарегистрировано 8 случаев, связанных с семейными очагами. Подробнее об эпидемиологической обстановке в Мирнинском районе расскажет наш корреспондент Марфирина Алексеева. В ноябре количество выявленных случаев заражений коронавирусом в день достигало до 50 человек. Сейчас заражений с каждым днем становится меньше. К примеру, вчера было выявлено 37 случаев подтверждения COVID-19. На сегодняшний день в инфекционном стационаре лечение продолжают 83 человека. Амбулаторно лечится около 800 человек. Тенденцию снижения заболеваемости заметили предприниматели и работники аптек. Спрос на противовирусные препараты снизился. По мнению горожан, в Мирном самый большой ассортимент противовирусных имеется в аптеке «Здоровый город». Бюджетный вариант такого лекарства здесь стоит 160 рублей. Самый дорогостоящий – 700. Было бы очень некрасиво с нашей стороны как-то наживаться на общей беде. Так что, кроме всего прочего, у нас вообще в наших аптеках действует скидочная система достаточно серьезная, до 10%. То есть наши покупатели постоянные, они пользуются этой скидкой на все. По сравнению, конечно, с октябрем, когда был спрос ажиотажный, невероятный, сейчас спрос снизился, все вошло более-менее в нормальное такое течение. И ситуация исправилась в настоящее время. Все препараты, необходимые для лечения и профилактики, в принципе, есть. Началась пора школьных и дошкольных новогодних утренников. Положительно уменьшается количество заболевших среди учащихся. Чтобы не допустить заражений, во всех образовательных учреждениях праздники проводятся без допуска родителей и аниматоров. А карантинные классы учащиеся дистанционно проводят новогодний праздник в онлайн-режиме. 3, 4. Дед Мороз, Дед Мороз, Снегурочка. 2020 год был самым сложным, но я надеюсь, что новый 2021 год принесет нам счастье, здоровье, любви, успехов в жизни. Надеюсь, что следующий год мы будем с вами встречать уже в очном формате. С наступающим Новым годом! В преддверии новогодних праздников увеличился въезд и выезд граждан в районы республики и за пределы Якутии. Для того, чтобы обеспечить безопасность своих близких и удостовериться, что вы не являетесь носителем COVID-19, рекомендуется сдать анализы. В Мирном цена на такую услугу составляет 2200 рублей. Марфирина Алексеева, Артем Алексеев, Мирный. Прямо сейчас мы прервемся на короткую рекламу, а далее смотрите на нашем телеканале. Каким будет бюджет Нерюнгринского района? Вопрос обсудили в Совете депутатов. В столице региона прошла премьера оперетты Имре Кальмана «Сильва». Сотрудники столичной полиции участвуют в акции «Подари волшебство». В образе Деда Мороза и Снегурочки они дарят подарки детям. Это итоги дня на телеканале «Якутия-24». Мы продолжаем наш выпуск. Республиканские спасатели подвели итоги работы за 2020 год. В Якутии наблюдалась сложная пожароопасная ситуация, и этот сезон завершился очень поздно, 28 сентября. Были сильные техногенные пожары, и силами спасателей удалось предотвратить как экологическую катастрофу, так и топливный кризис в арктических районах Якутии. На будущий год перед Главным управлением Министерства по чрезвычайным ситуациям по республике поставлена задача по наращиванию работы по профилактике лесных пожаров, начинать которую следует уже зимой. Количество пожаров уменьшилось на 4%, количество происшествий на водных объектах около 2%. Хочу отметить, что погибших на пожарах у нас снижено на почти 5%, и на водных объектах почти на 6% снижена гибель. Но, тем не менее, хочу сказать, что количество чрезвычайных ситуаций у нас осталось на уровне прошлого года, но в связи с проведенными межведомственными акциями, профилактическими мероприятиями во взаимодействии с нашими органами управления было достигнуто снижение количества гибели на 75%. Это в период чрезвычайной ситуации.
Каким будет бюджет Нерюнгринского района до 2023 года? Этот вопрос обсудили в Совете депутатов. На слушаниях побывала Екатерина Павлова. В слушаниях приняли участие лица, направившие свои предложения в проект решения о бюджете Нерюнгринского района на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов. Это депутаты Нерюнгринского районного совета депутатов, должностные лица районной администрации и представители общественности. Всего 25 человек. У депутатов возникли вопросы, были бурные обсуждения. Мы все понимаем, что документ непростой. Это основной наш документ, по которому мы должны с вами продолжить работу в 2021 году и последующих годах. В организационный комитет поступило 5 предложений. В Чульмане есть хорошая школа, пусть небольшая, пусть не очень большое количество детей. В поселке Авиаторов там сейчас на данный момент 98 человек. Есть спортивный зал, который нужно просто утеплить. Но мое мнение, зачем мы вообще поднимаем вопрос, потому что на последней оценочной комиссии управление образования поднимало вопрос по поводу возможного опять укрупнения и так далее. Вообще считаю, что не нужно ничего трогать. Обещали, мы говорили про то, что строить дополнительную школу в поселке Чульман. Наверное, нужно ее строить, да, действительно, это большие расстояния. В результате состоявшегося обсуждения по внесенным в оргкомитет предложениям был принят и утвержден итоговый документ публичных слушаний. Собственных доходов планируется в Нерюнгринском районе порядка 1 миллиарда 350 миллионов. Мы рассчитываем на то, что это будет еще с увеличением. В этом году у нас увеличилась численность населения в Нерюнгринском районе, и за счет налога НДФЛ у нас повысились собственные доходы. Это благодаря развитию территории опережающего развития Южной Якутии. Также на сессии районный совет принял решение объявить наступающий 2021 год годом пожилого человека в Нерюнгринском районе. Это позволит поставить в центр внимания интересы малообеспеченных пожилых граждан, одиноких пенсионеров, инвалидов пожилого возраста, вопросы оказания им материальной, социально-бытовой и других видов помощи. В Нерюнгринском районе на сегодняшний день доля граждан старшего поколения составляет 31%. Екатерина Павлова, Захар Головин, Нерюнгри. В Якутске прошла премьера оперетты Имры Кальмана «Сильва». Над спектаклем работала приглашенная команда. Постановочная группа постаралась воплотить тонкости и нюансы первоначальной и оригинальной версии «Сильвы». Однако якутская «Сильва» не лишена современного прочтения оперетты. По мнению режиссера Татьяны Безменовой, всей команде, которая работала над спектаклем, с самого начала удалось сохранить творческое взаимодействие. Мне кажется, что спектакль получился очень интересным. Спектакль масштабный, спектакль зрелищный. В этом спектакле очень красивые декорации, костюмы. И самое главное – работа артистов. В этом спектакле наши артисты смогли раскрыться в новом для себя жанре, в жанре оперетты. И наш зритель нашего театра сможет увидеть в этом премьерном спектакле артистов театра оперы и балета, как талантливых артистов, в том числе и драматического жанра. Я думаю, что эта премьера придется по вкусу якутским театралам и всем жителям нашего города и нашей республики. Окружная администрация Якутска продолжает предновогоднюю благотворительную акцию «5 шагов к Новому году». Каждый из 5 заместителей главы городского округа оказывает помощь и поддержку курируемым объектам социального значения и дарят им новогодние подарки. Акция была запущена главой города Сарданой Аксентьевой в 2018 году. Подробности расскажет наш корреспондент Полина Долинская. Предновогодняя благотворительная акция «5 шагов к Новому году» уже не первый год дарит своим подопечным праздничное настроение. Каждый заместитель главы городского округа вместе с подведомственными структурами и предприятиями собственными силами оказывают помощь и поддержку объектам социального назначения. У нас 5 заместителей главы, соответственно, они выезжают, поздравляют 5 учреждений социальных. Это у нас 2 коррекционные школы, 28-я и 4-я, 2 дома интерната для инвалидов и престарелых и спецкоррекционное еще учреждение в Мархе. Это у нас закрепленные социальные учреждения, и мы ежегодно их поздравляем.
В этом году с введением определенных правил по причине пандемии акция проходит дистанционно. Поэтому вместо традиционных праздничных мероприятий для подопечных были записаны видеопоздравления, которые были переданы вместе с подарками. Каждый год подарки разные, с учетом пожелания подшефных. Один из домов престарелых, они попросили подарить им бильярдный стол. Второй дом престарелых попросил подарить им телевизор, хороший, большой, чтобы там можно было всем собраться перед этим телевизором и посмотреть новогодние праздничные поздравления и программы. В школе, в которой мы поздравляли, там 6 семей социальных, да, и эти семьи, каждый из них просил свои подарки, которые нужны им. Данная акция призвана привлечь внимание горожан к тем, кто нуждается в помощи и поддержке. В этом году сроки ее проведения увеличены с 15 по 25 декабря. На сегодняшний день свои подарки уже получили большинство подопечных. Полина Долинская, Джулус Иннокентьев, Якутск. 15 лет подряд сотрудники столичной полиции участвуют в акции «Подари волшебство». В канун каждого Нового года полицейские межмуниципального управления Якутска одевают поверх формы костюмы Деда Мороза и Снегурочки и отправляются в праздничный рейд. 15 лет подряд сотрудники столичной полиции участвуют в акции «Подари волшебство». В канун каждого Нового года полицейские межмуниципального управления Якутское надевают поверх формы костюмы Деда Мороза и Снегурочки и отправляются в праздничный рейд. Этой акцией мы хотим показать, что это правоохранительные органы, не карательный орган, а иногда могут прийти в образе Деда Мороза и Снегурочки и подарить добрые подарки перед Новым годом и сделать чудо для тех ребятишек, которые вряд ли дождутся подарков от кого-либо. Младший лейтенант полиции, инспектор ПДН первого отдела полиции города Якутска Ольга Чичигинарова в этом году впервые примерила образ Снегурочки и отправилась к своим подопечным. Со своей задачей Ольга справилась на отлично. Снегурочка детям очень понравилась. Мы ездим с подарками, с поздравлением, поздравляем всех многодетных, малоимущих, тех семей, которые нуждаются в помощи. Мы хотим подарить детям радость, чтобы перед Новым годом у них было на душе тепло. К семье Осиповых Дед Мороз и Снегурочка на полицейской машине приезжает уже 4-й год подряд. И каждый год в конце декабря дети начинают спрашивать, когда же придет Дед Мороз и Снегурочка. Ну, они ждут, конечно. Ждут. Очень ждут. Мы уже 4-й год получаем подарки на Новый год. Ну, и они не только в полиции, еще можно к ним обратиться с советом каким-то у них попросить. Я уже не раз к своему инспектору обращалась, и они мне давали очень хорошие ответы. Я довольна, что живу вот на Билибино именно, и что у нас сотрудники ПДН такие очень хорошие. Акция «Подари волшебство» ежегодно охватывает десятки семей и детей. И для многих из них свет проблесковых маячков на патрульной машине теперь ассоциируется с Новым годом так же, как свет гирлянд на праздничной елке. Александр Хавренко, Григорий Охлопков, Якутск. И в конце выпуска хорошая новость. Последний день уходящего года, 31 декабря, станет выходным днем в Якутии. Соответствующий указ подписал сегодня глава региона Айсын Николаев. Отмечается, что выходным он станет для госслужащих и работников исполнительной власти, а также для работников бюджетной сферы Якутии. Помимо этого, рекомендовано сделать его выходным и для организаций иных форм собственности. На этом все. Я с вами прощаюсь. Берегите себя, носите маски и перчатки, соблюдайте социальную дистанцию. До новых встреч!